Этот почти 6-метровый красавец с крыльями появился в Выльгороде совсем недавно. Расположился он на одной из главных улиц села, рядом с автобусной остановкой. Теперь о талантливом Василии Адамчуке, авторе скульптуры, знает чуть ли не каждый житель. Хвалить не перестают. У всех только положительное было такое мнение, все проходили, хвалили, там палец показывали. Ну я шпилил, там не слышно было, но все вот так показывали, воодушевлены были. Никогда не учился ни на художника и рисовать особо даже не умею. То есть вот эти все поделки я делаю, беру просто картинки и с них как бы смотрю и пытаюсь что-то сделать. Ну это что-то вот идет от души, от сердца. Идея, говорит Василий, пришла в голову совершенно случайно. Во время прогулки заметил обрубленный тополь, стоящий вдоль тротуара, и сразу захотелось его преобразить. Вот так выглядело дерево до того, как решил приложить к нему руку талантливый резчик. А вот мастер Василий уже в процессе работы. Чтобы добраться до верхушки, пришлось устанавливать 4-метровые леса. Всего на работу ушло около недели, и, судя по откликам выльгородцев, оно того стоило. Здравствуйте, Василий Васильевич. Ваша работа? Да. Молодец, уважаю. Вот человек молодец, для всех старается. Красота. Резьбой по дереву Василий занимается уже около 6 лет. Его работу часто можно встретить на местных праздниках. Здесь же получить мастер-класс от местной знаменитости. А работать в основном нравится с корнями и сучьями замысловатых форм, превращая их в живые образы. Полноценной же скульптурой занялся меньше 3 лет назад. Говорит, это уже новый уровень. Сейчас изделий около полусотни. Вот эти лесные обитатели, к примеру, выполнены из одного массивного дерева диаметром в 1,80 м. Я нарастил, получается, лапы. То есть для того, чтобы лапы держались, как бы вот пришлось, то есть, такую веточку. И чтобы все равно птица, получается, с одного массива, чтобы ей жесткость придать, она все равно немножко как бы напряжение таком, нарастил вот эту вот ветку. Эту самую скульптуру нынешней зимой Василий заявлял на «Мастер года» – один из самых престижных творческих конкурсов нашей республики. Вот только заявку на участие не подтвердили, мол, пока еще не формат. Останавливаться выльгородский умелец не собирается. Быть может, следующая попытка обернется удачей, а когда-нибудь, кто знает, его самого назовут мастером года. Татьяна Супряткина, Любовь Филиппова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сагдвидинский район.